Сегодня без долгих вступлений и привет всем! Рада приветствовать вас в нашей уютной телередакции и, наконец-то, тебя, Мария. Да, всем привет, я наконец-то вернулась. А вы, кстати, отлично справились с прошлым эфиром. Смотрела с большим удовольствием, наблюдала с экрана вот это вот поедки Ольги, топчики советов про то, как вернуться в рабочий режим. В общем, с любовью отправляла вам сердечки. Да, на самом деле у нас все прошло просто замечательно. Единственный нюанс, нам очень не хватало, конечно же, твоих комментариев к моим замечаниям. Ты же моя хорошая. Ну все, я здесь, порядок восстановлен, и будем наводить женский марафет, как обычно. Ну, тогда давай скорее начинать. И сегодня у нас, как всегда, море тем, женский шарм и небольшой разбор полетов относительно того, где ты все это время была. Та-ра-та-ра-там. Но только после эфира. А пока поехали. Это тележурнал «Нюансы», и с вами Вера Газаева И Мария Абросимова. Начнем. Верочка, а кем ты мечтала стать в детстве? Ну, вообще, честно говоря, я надеялась никогда не работать, в принципе. Ну и, как все, наверное, актрисы. Кем еще хотят стать девочки в детстве? Актрисы. Ну, не все, знаешь ли, девочки мечтали стать актрисами, но большая их часть. А между тем, HeadHunter провел исследование, согласно которому наиболее популярная профессия мечты детства у аудитории 25+. Догадайся, какая? Так, подожди, дай, я подумаю. Врач. Бинго, Верочка, бинго. Второй по популярности профессией стала профессия учителя. И замыкает тройку лидеров мечта стать космонавтом. А вот поколение до 25 лет, в отличие от нас, чаще мечтали стать дизайнерами и медийными личностями. Карьера актера или певицы занимает прочную вторую позицию детских воспоминаний молодежи. О, времена, о нравы, как сказали бы сейчас. Да, но, увы, лишь у 5% респондентов текущая специальность совпадает с той, о которой они мечтали в детстве. Но сегодня у нас есть прекрасная возможность пригласить в нашу студию профессионала, воплотившего свои мечты в реальность. И наш сегодняшний гость – певица, заслуженный деятель культуры РСО «Алания» и ведущая музыкального реалити-шоу Илона Кисаева. Илона, здравствуйте. 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 Рада приветствовать вас в нашей телередакции. Спасибо вам огромное за приглашение. Я тоже рада быть сегодня вашей гостью. Ну и, Илон, первое, да, поскольку, насколько мы знаем, мы так вашу биографию чуть-чуть изучили, готовились. Да, то есть вы с детских лет мечтали стать певицей, принимали участие в различных конкурсах музыкальных. Вот расскажите, пожалуйста, какой был вот этот самый первый ваш музыкальный конкурс, где вы выступили? Сколько вам тогда было лет? Мне было 9 лет. Я, так как родом из Ордона, я занималась у Кулаевой Фатимы Владимировны. Это родная сестра Илкана Кулаева, нашего народного артиста. И она мне ставила голос, и помню свои первые республиканские выходы на сцену, свой первый репертуар. И я очень волновалась, очень боялась, но это была мечта детства, поэтому я смело шла всегда к своим мечтам. А как случилась мечта детства именно певица? Вы кого-то увидели, у вас был какой-то кумир, что вот вы прочувствовали это, не знаю, с экрана и решили, что хочу так же? Как это вообще появилось? Вы знаете, вот я напевала всегда песни, когда мне было 5-6 лет, и потом, когда мне подарил друг семьи микрофон, помните, была передача «Два рояля». Да, белый рояль, черный. Да, это наши времена. Вот, кто-то выиграл там микрофон, вот этот радиомикрофон, и как-то чудом этот микрофон попал ко мне через друга семьи. И мне его подключили тогда еще были такие небольшие музыкальные центры, то есть, и с микрофоном были небольшие книжки. И я могла считывать вот с книжек, открываешь, листаешь, и там песни. А на микрофоне нажимаешь кнопочки, и включается определенная песня. Я выучила весь репертуар, который был в этих книжках. То есть 3 книжки, 3 кассеты с микрофоном. Я просто начала гастролировать по Ордону вместе со своим отцом. Любые мероприятия я бывала просто,
маленькой артисткой. И вот так и родилась большая мечта. То есть, получается, родители поддерживали, да, Да, вот это стремление? Папа поддерживали. Папа даже Ну, был вот я первым слушаю, продюсером, да, судя что по вот папа, всему. да, был первым продюсером. То есть да. не было такого, что нет, певица, это вот петь, это несерьезно. Или тогда они еще не рассматривали, что Тогда в детстве еще они поддерживали, по-настоящему. а в определенном возрасте, когда настал момент, я заканчивала школу на отлично, они понимали, что да, профессия певицы, она как бы не совсем нам подходит, нам нужно стать или экономистом, или юристом, серьезно? либо врачом, Хоть, да. И передо мной стоял такой сложный выбор, потому что я не хотела подводить родителей, и при этом мне хотелось петь. Я не знала, как быть просто, как свою мечту загубить. Но при этом я понимала, и их я не могу, вы знаете, ну, как-то подвести, и нужно выучиться. Я поступила на экономиста. И вы его в итоге закончили? Да, я закончила, да, отлично закончила СК ГМИ. Экономический факультет. Но параллельно продолжали выступать? Параллельно пела, но творчество именно артистки и как-то вот более профессионально я начала заниматься уже в Москве, когда по кастингам через Яну Чурикову попала на большое шоу «Дуэты со звездами». И я начала учиться в Москве в Институте эстрады, кино и телевидения при Останкино. Вот такая у меня судьба музыкальная. Да, но вот можно ли сказать, что вот это вот этот компромисс, который вы пытались найти между и родителей не разочаровать, Да. и за своей мечтой идти, что это была какая-то вот первая сложность на вашем Да, пути? мне было очень сложно, потому что у меня уже на время учебы в СК ГМИ был свой небольшой бизнес с отцом. И как бы я ни в чем не нуждалась, но я понимала, что душа у меня поет, и я могу зарабатывать, но при этом я как бы несчастлива как личность, я себя не нахожу, и для меня вообще по жизни главное не заработать, а главное вот изнутри излучать то, что во мне есть. А я с детства артистка, я это чувствовала всегда. То есть я могла пародировать, я могла петь, танцевать, в музыкальной сфере я развивалась вот очень многогранно. Но меня всегда поддерживала мама, то есть даже втайне от папы. Она говорила: иди на репетиции, я тебе костюмы подготовлю, мы как-то папе это преподнесем аккуратно, чтобы он не нервничал. И вот как-то вот тяжело все шло. Уже когда я стала более такой взрослой девочкой, все было сложно в плане моей профессии. А вот, Илон, не у всех получается вырваться за пределы республики, попасть в другой город, делать там проекты. Вот расскажите, как у вас получилось? Вот вы расскажете, что Яна Чурикова, было бы интересно узнать. И, наверное, вторую часть вопроса была бы признательна вам за вот такую подводку. Чем должен обладать артист, чтобы все-таки выходить за пределы, вот, основываясь на вашем опыте? Вот расскажите, как случилось и что вам помогло? Мне, конечно же, всегда помогает моя вера в Бога, моя поддержка родителей, это в первую очередь, и мой характер. Сила воли, мой сильный характер, потому что очень много препятствий в жизни я увидела на своем таком пути. У меня тернистый путь, я всегда это говорю, не скрываю это. И все началось, конечно же, с больших международных фестивалей. Я была, год уже не вспомню, где-то 17-й год, в Турции на международном фестивале «Русская песня», где я заняла гран-при. Оттуда уже была приглашена в Москву на новый международный фестиваль «Music and Jazz Parking», где заняла опять первое место. И вот эти кубки, эти дипломы, это меня все вдохновляло на новое и новое. Но подойдем к тому, как я вышла именно на российский шоу-бизнес. После Беларуси в 2024 году я выступила в Беларуси на фестивале, в рамках Славянского базара. Два фестиваля проходили: «Истоки» и «Радуга» над Витебском. И непосредственно, когда я выступила там и показала нашу астинскую культуру, помимо того, что я пела российский репертуар, я исполнила свою авторскую песню «Катте Ирон». И национальный костюм, и это просто завораживало зрителя на главных площадях Беларуси. Это все исполнялось. 5 дней мы были на фестивале вместе с Амагой Готти. Она меня очень поддерживала, и с ее поддержки я вообще выходила на уровень таких международных фестивалей. И после этого мне поступило предложение от президента фестиваля и Славянского базара, и непосредственно «Радуга» над Витебском, «Истоки». Они сказали: мы просто очарованы, мы считаем, что ваше место, оно
но где-то выше вы должны быть на российской эстраде. Даже у меня мурашечки, мне это говорили, но так приятно. Я, конечно, да, когда мне позвонили, была просто очарована. Они мне предложили поучаствовать и в «Голосе», и на РУ-ТВ в реалити-шоу «Запуск». Попалось так, что я прилетела в Москву, прошла и на «Голос», и на реалити-шоу «Запуск». Но так как «Голос» я уже отслеживала очень давно, и мне хотелось попробовать что-то новое. Ну, для меня шоу «Запуск» это было что-то новое, и тем более быть просто участницей на «Голосе» и вылететь непонятно с какого тура, и быть на всем реалити-шоу на протяжении всего года. У нас проходили съемки. Быть ведущей, это, конечно же, мне льстило. И мне было безумно приятно, что я буду на уровне с российскими звездами, быть вот на таком федеральном канале, как РУ-ТВ. А вот как раз уж мы затронули сразу да, РУ-ТВ, вот скажите, Илон, а в чем вот это отличие российской эстрады, да, и осетинской? Ну, наверняка же есть. Вот, да, что самое конечно. главное отличается между ними? Ну, в остинской эстраде, так как я пишу сама остинские песни, и мои остинские песни, так скажем, меня и сделали популярной, да, в нашей республике, я хочу сказать, что я всегда делаю акцент на наши традиции, да, наши обычаи, наш этнос. Я преподношу и выношу все, что вот мое воспитание и то, как меня учили относиться к старшим, то, как я почитаю, да, старших, как отношусь к детям, это все поется в моих песнях. То есть у нас важно соблюдать определенные моменты, когда пишешь песню. И у нас намного легче создавать материал, записывать песню. То есть наша аудитория любит нашу традиционную музыку. И если ты ее делаешь качественно, вкусно, то они, конечно, ее воспринимают. Что касается российской эстрады, там очень много моментов. Там материал нужно просто отслеживать, корректировать. Я всегда на протяжении съемок на РУ-ТВ созванивалась с продюсером и, записывая демку на песню, я показывала, а подходит ли песня для федерального канала, это все-таки федеральный канал, и он говорил, можно, да, можно вот так подправить, то есть песню мы записываем здесь, сводим мы, может быть, в Америке, то есть настолько все сложно, что материал должен быть просто высокого качества. Большие критерии, большие требования к материалу для российского шоу-бизнеса. Там все нелегко. А вот вы затронули, как раз-таки рассказали про ваш новый опыт в качестве ведущей запуска. Насколько я поняла, запуск — это, в принципе, телешоу, музыкальное реалити-шоу, которое помогает справиться музыкантам со своими психологическими барьерами, открыть новые грани. У вас там работали психологи, в общем, классный, интересный проект, даже родологи были, между прочим. Даже родологи, вот расскажите, все равно, когда мы являемся частью чего-то, мы для себя берем из этого какой-то опыт. Вот что вы взяли из этого проекта для себя, не только как ведущая, а вот именно с точки зрения вот, работы с психологом, родологом, может быть, какая-то полезная информация, которую вы забрали и сейчас используете в своей жизни. Вот было бы интересно. Смотрите, непосредственно психологи, родологи, они работали с участниками. Да, не со мной. Но я, конечно же, видела рост всех участников. Несмотря на то, что это реалити-шоу, все равно они все прошли очень большие испытания. Они в жизни столкнулись с буллингом и были очень закомплексованы. Невозможно было смотреть в глаза некоторых участников, когда я их приглашала на сцену, они были грустные, они были заплаканные. А к концу уже финала, то есть мы год снимали проект, да, потом он только стал выходить на РУ-ТВ, я видела, что они засияли, они раскрылись, их сделали, их подготовили к российскому шоу-бизнесу. Конечно же, выиграл один человек, один был победитель, но, тем не менее, я видела их рост. Я для себя брала какие-то полезные моменты, что нужно быть сильной, смелой, тебя будут ломать, над тобой будут издеваться, тебя будут критиковать. Но если ты идешь к своей цели, ты не должна никого слушать. Ты должна идти вперед и слушать только себя. Потому что очень много тех, которые в тебя изначально не верят, которые хотят тебя закидать камнями. Вот об этом и говорилось на этом шоу. И, конечно же, для меня, как для ведущей и как для артистки Северной Осетии, большая честь была вообще находиться с российскими артистами. У нас были одни гримеры, визажисты, стилисты. То есть это все такая была командная работа. И просто мы обменивались информацией. Я благодарна вообще этому проекту. Вообще, мне кажется, это вот часть про идти вперед и так далее. Сейчас каждая начинающая артистка должна вырезать из интервью и просто как мантру прослушивать каждый день. Это очень поддерживающе. Ну, когда меня спрашивают наши начинающие, я всегда говорю,
нужно идти вперед, нужно верить в себя. Если ты веришь в свою мечту и веришь в то, что у тебя получится, и при этом у тебя есть данные, не то, что ты себе внушаешь, что ты певица. Многие, любят себе внушить, записав одну песню. Чуть-чуть себя переоценивают. Записав одну песню, многие любят себе внушить, что они уже артисты. Но назвать себя артистом и выйти на сцену с профессионалами, для этого очень много нужно работать над собой, нужно учиться. И по сегодняшний день я учусь, и по сегодняшний день я работаю над собой. Ни дня я не сижу, ни дня. То есть, если я не на камеру работаю, не клипы снимаю, не песни записываю, все равно дома я сижу, работаю, все прописываю. Над чем мне нужно поработать сейчас, что я готовлю на следующий месяц, какие у меня треки выходят. И вот так вот все расписано должно быть. Это все вот по плану, четко. Вот. Как раз, да, вот вы, что вы все время в работе, да? Все Но время. все-таки чуть-чуть давайте поговорим о том моменте, когда вы не работаете. Не на камеру, да, не в студии, не придумываете новые песни. То есть у вас есть какое-то хобби? Вот чем-то увлекаетесь, чем-то занимаетесь? Я очень-очень люблю. Для меня отдых — это побыть дома обязательно. Если я уставшая, я уже устала от концертов, от перелетов, я должна побыть с родителями, поехать к родителям, побыть с ними, побыть маленькой девочкой. Ой, мама, говорю, как хорошо, когда я дома. Она такая, да-да, покушай, посиди. Привет всем нашим мамочкам, сердечки. Мама, привет. Это вообще наша сила, наши крылья, как я всегда говорю. Мне прям слезы бывают на глазах. На самом деле. Ну, то есть к маме, с папой все. Потом мы знаем, что у вас есть сын. С сыном, да. А вот все-таки есть еще какое-нибудь, может быть, такое вот женское увлечение, вот чем-то позаниматься, чтобы вообще перезагрузиться полностью вот от всего? Я очень люблю танцевать. О, прекрасно. Современные танцы. Отлично. Да, но мне не удается пока что танцевать настолько много, как бы мне хотелось. Мне очень хочется больше уделять этому время. Также люблю заниматься спортом. Тоже нахожу нечасто время, но прям хочется тоже плотнее быть в спорте. Это меня отвлекает, я разгружаюсь обязательно. Сходить в парилку с девочками, ну просто вот расслабиться, пообщаться с любимыми своими девочками, подружками, кофе попить. Я люблю живое общение. Прекрасно. В наши дни, да, диджитал. Ну, как раз-таки не хватает. Не хватает, да. Илон, знаем, что у вас прошел недавно большой сольный концерт, такое масштабное, грандиозное мероприятие. И знаем, что, вот говоря про мечту детства, что вы отдельно помогаете деткам. Вот расскажите подробнее, пожалуйста, как, куда вы приглашаете, даете прочувствовать вот в рамках сольного концерта начинающим певицам, начинающим Да, я артисткам. когда вижу большое стремление маленьких таких девочек, артисток выйти на большую сцену, и я вижу желание их родителей, чтобы как-то я их поддержала. Я, конечно, их прослушиваю, смотрю, насколько мы будем сочетаться вместе, насколько они будут смотреться, да, в моей некой программе. Чтобы никого не обидеть, одних могу пока взять на один проект, других на другой. И вот так я стараюсь поддерживать. На концерте у меня был также большой хор Зарины Бугаевой, ей огромное спасибо за это. Очень много девочек, мы исполнили песню «Мама», это моя песня, и мы вот, хор вышел, и они когда запели, у всех в зале были мурашки, дети в белых платьюшках, они вот так все смотрели и наслаждались выходом на сцену. Также со мной исполнила песню Сара Дарчиева, тоже очень талантливая девочка. Также пригласила на дуэт песни «Дын-дын» двух девочек. Это девочки моих близких людей, моих таких родственников, друзей. Я знала, что они мои маленькие фанатки, что они просто мне в рот заглядывают, когда видят меня. Попасть в детстве, быть рядом. Я сказала, я говорю, я хочу пригласить, и родители так обрадовались, а что нам одеть, а как нам? А я знала, что песню они уже знают, они ее напевают, то есть видео периодически мне скидывают. То есть моя бы воля, я бы, наверное, собрала всех детей, которые любят меня, любят мое творчество, я бы их просто собрала. Но, наверное, я проведу один такой концерт, где я соберу самых талантливых детей нашей республики. Это просто моя мечта, чтобы каждый из них смог, во-первых, соприкоснуться со мной, как с творческой личностью, побыть со мной на одной сцене, как бы почувствовать эту энергетику, вот эту силу, которая есть на сцене. Потому что, когда ты создаешь вот эту красоту, ты это видишь уже, ты пока это видишь как артист, да, а
зритель видит все иначе. Мы сколько работаем для того, чтобы поставить просто один номер. И вот концерт мы ставили с замечательным, талантливым режиссером, с Тамерланом Тидеевым. Мы вдвоем выдержали вот это все, чтобы подготовить за месяц такой грандиозный концерт. Я, просто не постесняюсь слова «грандиозный», потому что по отзывам моих зрителей, которые на сегодняшний день, даже 17 числа, вот мне отправляют сообщения, мне набирают и говорят, что это было просто невероятно. Мы такого еще не видели в Осетии. Мы вышли за рамки того, что делали раньше другие артисты. То есть мы хотели просто показать творчество в других каких-то амплуа, быть более смелыми и не бояться этого. Главное, это же сцена. Зачем бояться, показаться какой-то другой? Ведь это сцена, а сцена, она любит какие-то импровизации, И в конце концерта я спустилась к своему зрителю. Я знала, что песня, которая вот была в начале открытия концерта, она безумно нравится определенным слушателям. И, конечно же, акапельно я еще спела ее. Это было доказательство того, что трехчасовой концерт шел вживую. Можно еще вот хочу уточнить, завершая тему детства. Илон, а вот что бы вы сказали маленькой девочке Илоне? Вот сейчас, будучи здесь, состоявшейся, талантливой артисткой, вот что бы вы ей сказали? Я бы, наверное, сказала, что... Сейчас я опять буду плакать. Отлично, эмоции наши все, ради этого мы здесь. Да, чтобы не задерживать эфир, я скажу так... Сейчас. Как я люблю настоящую искренность. Сейчас я подключусь вместе с вами буду. Спасибо. Стоп. Я, наверное, скажу так, что, ты молодец. Ты молодец. Это главная фраза, которой так иногда нам не хватает. Ты молодец. Ты молодец. Я молодец. Молодцы. Что ж, Илона, спасибо вам большое. Закончим на такой воодушевляющей и немножко трогательной ноте. И даже, не знаю, тут вообще добавить, в принципе, нет ничего. Поэтому прервемся на короткую рекламу. Да. Слушай, а ты знала, что спорт – это не только про мышцы, но и, между прочим, про мозги? Про мозги. Подожди, ты сейчас хочешь мне сказать, это когда просто подсчитываешь, сколько раз наприседал? Слушай, это, конечно, тоже хороший вариант тренировки, но не совсем про это. Спорт помогает лучше спать, меньше стрессовать, и это положительно сказывается, знаешь ли, на способности к обучению и запоминанию информации. Ага, то есть я умнее становлюсь во время занятий спортом, да? Именно. Именно. Хорошо, поэтому как раз в тему ты это сказала, и свои первые шажочки в спорте, но я все-таки решила туда вернуться, я начала именно с чего-то интеллектуального. Догадываешься, о чем я? Йога. Да ты молодец. Мы сегодня просто... И вообще я решила выяснить нюансы того, как эти гибкие люди умудряются дышать стоя на голове, и при этом они еще и выглядят как боги и богини. Ну и как получилось? Скажем так, я поняла, что мое представление о том, что йога – это вообще проще простого, было крайне ошибочным. И предлагаю посмотреть, во что это, в принципе, вылилось. С удовольствием. Йога – это целый такой комплекс упражнений, да. Это не просто фитнес, а комплекс физических упражнений, дыхательных техник, концентрации внимания. Йога – это целая философия. Это такая древняя наука, которую создали в Индии. Йога в целом, она помогает человеку достичь гармонии физического и эмоционального состояния. Йога, она работает очень комплексно для тела, да? Она улучшает вашу осанку, укрепляет позвоночник. Асана справляется с защемлением нервных окончаний, уходят боли в шее, боли в спине. Улыбнитесь. Уведите левую руку вдоль левого уха, продолжайте смотреть вверх и вытягиваться левой рукой в сторону. Мы сейчас чувствуем приятные ощущения в теле, расслабление, гармонию и спокойствие.
Нормализуется работа пищеварительной системы, ускоряется обмен веществ, да, нормализуется работа сердца, сердечных сосудов. Улучшается гибкость и пластика, то, что непосредственно очень нужно девушкам. Да, всем, да, на самом деле. Продолжаем направлять наши пятки в пол, усиливая вытяжение задней поверхности тела. Это уже для нее, чтоб кайфануло побольше. Но ходят к нам не только прям вот здоровые люди, но также и те, у кого есть какие-то определенные проблемы со здоровьем. Жаль, они приходят не заранее, а уже после, по факту. Это такие проблемы, как остеохондроз, протрузии, грыжи. Вот если у вас остеохондроз, протрузии, грыжи, все быстро на йогу. Если я вот первый раз пришла, сколько мне должно времени пройти, чтобы я влилась полностью во всю эту тему? Вообще ничего страшного, все с чего-то начинают. Главное дойти и главное сесть на коврик. Еще 3. Отлично. Дыши и улыбайся. 2. Буквально неделя-две, и вы полностью втягиваетесь уже в процесс, и дальше работаете со своим телом, своими эмоциями, и получаете удовольствие. И сейчас мы ложимся в положение шавасана, это поза отдыха, обязательно после практики йоги. Мы вытягиваем руки, ноги, делаем глубокий вдох, и с выдохом полностью расслабляемся на коврике. Расслабляем веки, лицо полностью. Ну, это было, конечно, круто, но вот это все лучше всего. Короче, реально похудеть можно? Да, реально похудеть можно. Слушай, ну, могу сказать одно. Получилось не так уж и плохо. А у тебя как-то тебе удалось соединить воедино ум, тело, вот это вот все? Я сделала все, что было в моих силах, как ты видишь. Видела. Но в целом Старалась. я должна даже признать, мне понравилось. Ну, тогда у меня есть еще одна идея для твоих новых спортивных открытий. Сейчас обсудим. Вер, а ты знала, что сегодня отмечается День свекрови? Правда? Так, значит, сегодня нужно дарить цветы, показывать все свои кулинарные способности дома. Ну, если ты хочешь стать невесткой года, то да. А вообще, знаешь ли, свекровь – это, конечно же, целый феномен. Ну, по крайней мере, в том, насколько они бывают разные. Потому что на самом деле есть свекрови друзья, которые лучше любой подруги в любом моменте сложном. А есть и такие, которые умеют найти пылинку даже в идеально вымытой квартире. Ну, что поделать? Да, но ведь если подумать, каждая свекровь когда-то была невесткой. И у них, по сути, за плечами такой большой опыт, столько традиций, историй и, главное, Верочка, мудрости. Да, мне кажется, это не просто семейный статус, а целая культурная роль. А вот, кстати, как ты думаешь, в других странах свекрови такие же требовательные и строгие, как у нас? Слушай, нам бы пока со своими разобраться. И в этом нам поможет гость нашей сегодняшней телередакции Мира Хикилаева. Постараемся узнать все нюансы о культурном значении свекрови. Мира, здравствуйте. Здравствуйте, мои золотые. Рада вас видеть. Мы уже с тобой Да. Ну что, У меня хорошая роль. прекрасная Конечно, роль. замечательно. Лучше. Без вас мы бы в этом эфире вообще не справились. Да, сейчас будем разбираться. Вот, разбираться в феноменах. Поскольку мы обе замужние дамы, как раз, чтобы наладить отношения. Молодец, Получить от вас Верочка. какие-то советы. Вот. И, Давай. Мир, вот скажите, пожалуйста, если мы берем, естественно, остинскую семью, да, то есть свекровь, какую роль традиционно играет в семье, в остинской именно семье? Свекруха или как? Свекровь. Так, тут еще разные, да. Свекруха как себя поставит,
Так и заиграет. Вы знаете, вот в нашей жизни, вот если вот так здраво судить, подумать, вот и в некоторых семьях, вот как в армии дедовщина, так в некоторых семьях... Свекровщина. Да, скромно говоря, да. В некоторых семьях тоже вот свекруха со снохой у них такое же. Как дедовщина. Мне тяжело было, пусть снохе тоже тяжело будет, пусть невесте тоже тяжело будет. А она не думает о том, что это тоже чья-то дочка, это она тоже пришла жить к тебе. Ты должна ее, наоборот, приголубить, чтобы ей нравилось, чтобы она тебя тоже понимала. Друг друга тогда будете понимать. И твой сын тоже рядом с тобой будет, и ругаться не будут, и будет мир в семье. Вот она мудрость. Ну вот были, есть какие-то обязанности, скажем так, свекрови в моменте вот принятия невестки, да? То есть что-то она должна, какие-то у нее А были может, функции, сейчас что она должна сделать? уточним, есть ли отличие вообще осетинской свекрови от... Я тебе могу сразу сказать, что есть. Есть? Вот я хочу, может, вот Да, в чем то есть они? вот именно с точки зрения наших культурных особенностей, да, какие-то обязанности свекрови по отношению к невестке. Обязанности, Были ли? уважение, любовь, мир в семье. Вот я выросла в такой семье. У меня был, я еще много раз говорю об этом. Бабушка, их было 5 сестер. И все они в семьях со своими снохами, вот как с дочками жили. Нас было 6. У меня была бабушка с мамой моей. Она так жила, что с родной дочкой так никто не живет. Вот так она жила. Из нас, из наших детей, из братьев, сестер, с мамой никто никогда не спал. Только с бабушкой. Вот так ноги обнимешь, сверху другая вот так обнимет, и так спали с бабушкой. Потому что вот мягче я человека не видела. Вот легенда, они вот эти несколько сестер, вот не буду, как говорится, о других говорить. Эти несколько сестер были и по сей день как легенда. А как вот стать такой свекровью? Как вот- не ревновать? Да. Потому что у многих свекрови, да, вот почему не ладятся отношения с невестками, потому что у них подсознательно все равно вот эта ревность, Конкуренция. конкуренция, да. к Ну, это у них сыну. врожденное. То есть Я этому скажу, обучиться нельзя, это либо есть, либо нет. Например, вот у меня сноха 20 лет живет у меня. Мы друг на друга косо еще никогда не посмотрели. Но издалека тоже, если я вижу, что у нее ей скучно, вот грустный взгляд, я почему-то расстраиваюсь, а вдруг она в семье. Но в семье все время всегда, слава Богу, мир. Хорошо. И вот у соседей тоже, вот я из соседей тоже никого вот так не подчеркну, что вот они, свекруха со снохой плохо живут. Во-первых, ты не должна то, что у тебя в семье, допустим, со снохой что-то не получилось, на улице рассказывать. Это вот наш... Вернется, особенно в Осетии, еще быстрее вернется, чем... Это я говорю, дедовщина, а вот это то, что вот в семье, вот когда вот это передается, это называется наш Инстаграм. Вот Который запрещен на во территории дворе, нашей во страны, дворе поэтому не ты надо рассказала, уже разводить. все знают. Но такой работает без VPN. VPN тоже уже умудрились сделать. Так что это вот так. Семья должна, вот, допустим, если ты обижаешься на сноху, посади ее, ты семья, посади. Вот в этом деле ты не права. Она тоже, а ты скажи, где я не права. Между собой должны помириться, а не куда-то бегать, к матери бегать или что. Тебя же мать насильно не заставляла замуж выходить. Бывают, От конечно, этого разные многое ситуации, зависит. но в целом да. Ну, сейчас уже. Сейчас уже нет. Поэтому выстраивай коммуникацию сама, да? За То есть- детьми почему не должна свекруха посмотреть? Вот некоторые говорят, я их вырастила, я сына ему вырастила, пусть сын, а теперь пусть она сама смотрит. Она и работает, она и за детьми смотреть, а ты смотреть VPN и это Инстаграм, это сейчас телефоны. В огородах, и вот в селе. По селу проедешь, вот они говорят, вот мы там так дорого на базаре, вот там так это на базаре. Путин все нам дорого сделал, жизнь дорогая. Сидит на улице,
телефон играет, в телефоне смотрит, а огород огромный пустует. Ничего не сделала. В огороде лук посади, тебе лук покупать не надо будет. Хорошо, а тогда вот, пожалуйста, лайфхак для свекрови. Вот такая невестка сидит в телефоне, лук не сажает, свекровь сама сажает. Вот как мудро наладить отношения вот в этом случае? То есть не сразу бежать к ней и Вот ссориться. расскажите, как бы вы сделали? Да. Вот Да, она в телефоне телефоне, смотрит, а то вы сноха, Ага, и а что? свекруха что? Нет, то есть как, может быть, как наладить с такой невесткой, Да, и не разговор, упрекнуть ее, что вот ты чтобы не она работящая. Да, чтобы она не посчитала это вот, опять что-то от меня хочет, вот опять что-то Да. нужно делать, а чтобы взаимопонимание наладить и отношения не испортить, и невестку Да, сподвигнуть что-то посоветуйте. делать. Допустим, вот то, что она должна делать, сноха. Возьмись, вот, займись вот этим делом и позови. Помоги, вот это надо сделать, вместе давай сделаем, а потом отдохнем. Ага. То есть не умалчивать, не сидеть самой сажать лук и говорить, вот она какая сякая, не помогает. Нет. Хорошо. Вот мирно все Разговаривай. это надо делать. Хитрость, мудрость. Мудрость. Это Вот. женская Я же мудрость. говорю, вот у меня отец был очень строгий, но с мамой были хорошо. Но не дай бог, косо на мать посмотрел или что-то нагрубил матери, бабушка гау-гау-гау вот так выскакивала, за мать заступалась. Не скажешь, что она больше снохи, больше чужой дочки, меньше, как говорится, больше чужую дочку любила, чем своего сына. Нет. Но мудрость и хитрость. чужая дочка обидится, а сын не обидится. Вот. А вот это, о таких вещах думать надо. И тогда у Хорошо. тебя будет в семье все хорошо, все весь порядок. А как сдержать себя и не сказать невестке, что вот что-то твои блинчики вот не такие, как у меня вкусные. А вот тут Что я лучше готов. Лучше вместе приготовить. Вот здесь вот так лучше будет, вот так вкуснее. А я вот так готовлю. А у вас дома как готовят? А мама твоя как готовит? Давай посмотри, мудро. пожалуйста. с двух сторон. С двух сторон. Палка двух конца. Наши предки так говорили. В общем, если хочешь хорошие отношения со свекровью, будь добра и сама попляши. Ну и дай бог, чтобы свекровь мудрая Нет, попалась. ну, Ну, в но, хорошем смысле, как пиши, знаешь, говорится- подстройся, Верочка, а как иначе? Как иначе? ну да, я понимаю. Как говорится, есть такие снохи, такая молодежь, что не перевоспитаешь. Мгм. А может быть, вот вы знакомы с фольклором осетинским? Может, какие-нибудь есть классные, скрометные выражения про невестку или про свекровь? И вы бы поделились? Ну, я бы не сказала. Нет. Нет, ей такое не отводилось. Да. Чимагурайка, ну реки гей. Переведи, пожалуйста. Я тебе потом переведу. Ну рек Чимагурайка, ну ревшинта гей. Ну рекинджитай камахауза. Я просто не осетинка, но мне нравится. Чимагурайка, ну рекинджита гей. Ина куртай камахауза на гей. Есть такая песня. Да, есть. И ребята критикуют, и снох критикуют, все подряд. Но на самом деле, я думаю, что общий язык в семье в любое время можно найти. Не доводить до крайности и не доводить до развода. Потому что вторая хуже будет или лучше будет, ты не знаешь. А твой сын будет душой тоже болеть. Душа будет болеть у сына. У тебя там дети. Мудро. Да. Мудро. Так должно быть. Мгм. Наши предки так жили. Да, еще, кстати, вот про предков, не знаю, вот, может быть, в Осетии вы расскажете. Вот на Руси я читала, что было несколько разных традиций, связанных со свекровями. И вот одна из традиций, что в день свадьбы свекровь, внимание, ложилась на пол и не вставала, пока ее невестка не подойдет и не назовет ее матушкой. И только тогда она вставала, они обнимались. Это как будто бы символизировало вот смерть просто матери в прошлом обличии и ее новая жизнь в качестве матери теперь дочки, невестушки. Это прям Вот понимаешь, как грустненько вы себе. Вот такого я не помню. Был обычай такой. Невесту, когда приводили, пока... Сейчас в один день делают эти свадьбы. А тогда первый день невесту привели, второй день фату сняли, мед дали. Третий день уже показывали, старшие знакомились с невестой, старших вот соседей, родственников собирали за один стол мужиков, за второй стол женщин. И вот невесту выводили к ним, знакомилась невеста, свекруха подарок делала,
с невестой, вот тогда виделись. Свекор подарок тоже делал. Ну, другие родственники, кто собирался, те тоже подарки делали. А невеста носовые платочки, фартуки на бабульках завязывала. Вот такой обычай был. Был обычай такой. Я, между прочим, вот Алина Туаева, у вас работает она. У нее, когда свадьба была, сын женился. Вот этот обычай я хотела показать, продемонстрировать. И на меня Кухолхаса пистолет поднял. Это было такое, что когда невеста, свекруха, не познакомившись к невесте, подходила, то их связывали вместе. Чтобы уж никуда. И выкупали, свекруху выкупали. А это означало то, чтобы вот так связаны между собой, чтобы любили друг друга. Вот такой обычай тоже был. А вот если говорить об обычаях, опять же, да, свадеб, да, вот мыдыкуш, что именно вот символизирует? Насколько я знаю, что чтобы сладкая жизнь была. Сладкая жизнь. Там еще и сливочное масло топленое вот смешивали. Во-первых, мыдыкуш. Во-вторых, мыдыкуш, когда давали, вот, допустим, фату, когда снимали, вот сейчас начинают, ребенка ведут, это говорили старшие бабушки, когда сидели, садились. Да. Это не ребенок должен был и должен был три круга. Всего 3 круга делали вот по часовой стрелке и снимали вот эту фату. Фата тоже была. Вот у нее она закрыта, и сверху еще небольшая косынка, фата вот такая. Вот это снимали. И вот это снимали, и вот бабульки сидят, и кто из этих бабулек счастливее было, на ее голову завязывали этот платок. Вот как. Да, вот это вот такие дела были. Сейчас то, что делают, это искажают. Поэтому у нас и жизнь такая начинается, получается такая, и разводы, и все. Потому что начинают неправильно. Очень много всего неправильного. Да. Вот за это передачи надо сделать. Чтобы вот. Добавим в тему следующих эфиров. Очень много всего у нас хорошего, которое нельзя забывать. Спасибо. Мир, и, наверное, подытожив, вот какие топ-3 совета вы бы дали начинающей невестке и свекрови? Вот только невестка въехала в дом свекрови. Вот 3 главных совета от мудренной опытом свекрови. Первый совет – не делиться ничем. Вот как начинают, это мое полотенце, это мое, это мое. В дом пришла, все должно быть общее. Отлично. Второй совет. Да. Второй – свекруха. Где что не получается, вместо того, чтобы кому-то что-то говорить, подойди к ней и скажи, давай, вот это давай вот так сделаем, лучше будет. И завершающий 3-й совет. 3-й совет – это свекруха должна маленьких, мелких воспитывать, облегчать труд снохи. Помогать внукам. Замечательно. Любовь в центре всех советов. Не добавить любовь. Никак. Верочка. Никак. Да. Мира, спасибо большое вам за такой интересный экскурс в историю, да, и одновременно вот для современности тоже очень много советов мы получили, которых нужно всем здоровья, всем счастья, всем взаимопонимания и мира над головой. Да. И с праздником вас, с Днем свекрови. И всех наших любимых свекровей тоже с праздником. Всех с праздником свекровь. Чтобы хорошие невесты к вам попадали. Вот, отличное пожелание. Да. А теперь короткая реклама. Мария, слушай, я вот тут вообще задумываюсь. Какой-то все-таки стресс для нашего организма, кожи, волос, зима. Даже такая, как у нас. Опять же, я как-то раз говорила. Может быть, ты уже поделишься, как нутрициолог, советами с нами, со всеми о том, как пережить все-таки этот период и вот дожить еще чуть-чуть до тепла. Твои вопросы услада для моих ушей, Верочка. С удовольствием поделюсь. И что там в итоге нам нужно делать? Как нам, например, правильно питаться? Смотри, тут есть несколько важных моментов. Первый – повысить калорийность. Зимние блюда, Верочка, обязательно должны быть сытными. Например, можно в супы и салаты добавлять цельнозерновые крупы, чаще готовить сытную белковую пищу.
А еще прекрасным вариантом станут костные бульоны. Знаешь ли, это прям такой целебный, чистейшей воды коллаген, залечивающий потрескивающиеся пяточки и зимние цыпки, между прочим. Боже мой. А еще важно добавлять в рацион сезонные овощи и фрукты. Зимой, конечно же, выбор не столь велик, но не стоит забывать о свекле, морковке, репе, тыкве, капусте, репчатом луке, чесноке, между прочим, в сезоне авокадо, бананов и хурмы. А еще можно подумать о зиме заранее и заморозить или засушить ягоды. Бруснику, клюкву, облепиху, рябину, шиповник. Но Много ты всего. не переоценивай, пожалуйста. И что же в итоге нам, например, делать, если заранее, конечно же, не подумал? Тогда за вас подумал супермаркет. И это все можно приобрести в супермаркете и добавлять ягоды в чаи. Свежезамороженные клюква, брусника и так далее, между прочим, не уступают по полезности свежим и обладают все теми же антиоксидантными свойствами. Ну и третья рекомендация, Верочка, это добавлять максимально, где возможно, пряности, специи. Они не только придают вкус блюдам, но и витаминизируют наш скудный зимний рацион и обладают согревающими свойствами, которые способствуют улучшению нашего пищеварения и метаболизма. Ты вообще вот это все сказала, и мне прямо сейчас захотелось какого-нибудь теплого глинтвейна и под плед сразу. И это очень разумное желание, Верочка, потому что в зимний период в целом важно есть и пить теплое, и избегая холодных продуктов. И максимально, знаешь ли, держать себя в тепле. Это будет уменьшать уровень тревожности, который, в принципе, физиологически возрастает в зимнее время. Так, ну хорошо, вот ты как раз тут что-то про питье сказала. А как вот этот питьевой режим-то поддерживать? Что с ним нужно делать? Ну, кроме того, что не пить холодную воду, чтобы не Ты ж заболеть. моя хорошая. Слушай, ну воду вообще нужно пить во все сезоны. Но зимой это особенно актуально. Из-за отопления снижается влажность воздуха, и нашему организму не хватает жидкости. Поэтому сухая кожа, ломкие волосы, замедленный метаболизм. Поэтому зимой можно смело добавлять сверхпривычного 2-3 стакана воды ежедневно. А вот если бы Верочка, ты спросила меня, что делать с тренировками, то я бы ответила: не снижать обороты. Зимой наш метаболизм замедляется, выработка клеточной энергии уменьшается, и поэтому, если сидеть на диване ровно, то мы лишь усугубим этот спад. А вот регулярные, не изнуряющие тренировки поддержат наши маленькие энергетические станции клетки, называемые митохондриями, и позволят нам увеличить уровень нашей энергии. И, между прочим, сюда же проветривание и прогулки на свежем воздухе, так как для выработки энергии митохондриям необходим кислород. Так, ну, в общем, мне все понравилось, кроме вот этого вот блока про тренировки. Хватит. Спасибо. Чуть-чуть позанимались для этой недели. Вот йоги Ты хватит. так хорошо начала, Вера, нельзя Ну, останавливаться. Хорошего понемногу, как говорится. Ну ладно, Вер, с тренировками все понятно. А как тебе идея сходить в выходные в театр? Опять она предлагает сходить в театр. То есть ты хочешь, чтобы я выбралась из дома, сняла свой уютный теплый плед, Отставила глинтвейн. да, и выключила сериал? Именно. Зато, Верочка, ты получишь живые эмоции. Вот прям вот здесь и сейчас, а не через экран, знаешь ли. Никакие Netflix не сравнятся с этим. Ну, если ты обещаешь, что будет что-то, тогда и подумаем, романтичное или, наоборот, веселое, чтобы посмеяться, я, может быть, даже подумаю. А что вообще сейчас идет? Вот об этом мы сейчас и поговорим. Готовься. Там будет все: и смех, и любовь, и слезы. Так, ладно, давай, удивляй меня, я, может быть, даже вытащу из шкафа свое парадное выходное платье. Ну что ж, тогда начинаем с трогательного. 31 января в Русском театре пройдет показ спектакля «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович.
Это история о счастье и любви, которые могут прийти, когда уже, знаешь ли, перестаешь ждать. Так и судьба главной героини после долгих, тяжелых и мрачных лет вдруг на излете жизни приводит ее к ее порогу человека, с которым они в итоге находят понимание и согласие. Ой, это вот слезливое. Слезливое. Что-нибудь веселое. Но если давай. хочешь посмеяться, то 1 февраля в Осетинском театре пройдет, между прочим, «Челина», одна из лучших комедий, которая любима многими поколениями театралов. И не только в Северной Осетии, знаешь ли, но и за ее пределами давно вошла в сокровищницу национальной драматургии и сценической культуры Осетии. Спектакль наполнен искрометным юмором, житейской мудростью и, конечно же, вечными человеческими ценностями, среди которых дружба, добро и взаимовыручка. А главная тема пьесы – это торжество любви и справедливости. Ну, хорошо. И тогда принимаю эту эстафету. И в филиале Мариинского театра также пройдет очень много всего интересного. Например, 31 января, опять же, можно посмотреть оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин». Ну, все прекрасно знают, о чем она, в принципе. Но о чем? Не только о трагической любви, но и о ценности момента. Carpe diem. Восхитительная музыка Чайковского и глубокий сюжет делают ее вечной классикой. А вот уже 2 февраля состоится премьера «Иоланты». Вместе с главной героиней, слепой принцессой, которая обретает зрение, зритель понимает, что истинный свет – это любовь, вера и желание видеть мир не только глазами, но и сердцем. Как тепло ты сказала. Эта опера вдохновляет, пробуждая надежду и чувства. Вдохновила. Ну, а если хотите увидеть репертуарную редкость, то у нас и у вас есть шанс приобрести билет на оперу Умберто Джордано Федора, премьера которой пройдет 8 февраля. Действие оперы разворачивается в мире аристократии. Федора влюбляется в загадочного Лориса, но их любовь обречена на испытание. В сердце сюжета ревность, интриги и тайны прошлого, которые ведут героев, увы, к трагической развязке. А гениальная музыка наполняет каждую сцену мощными эмоциями, делая Федору настоящим шедевром оперной драматургии. Печально, конечно, прозвучало, но закончим нашу сегодняшнюю афишу литературно-джазовым спектаклем «Иосиф Бродский. Пилигрим». Кстати, достаточно популярная постановка, которая показывается по всей нашей большой стране. 3 февраля в арт-кафе Дома Вахтангова состоится показ, и, представляя разные грани творчества поэта, актеры соединяют художественные и документальные тексты в единое и неразрывное пространство. Какие-то документы, выдержки из различных интервью Бродского, его письма и обращения представлены здесь минималистично, но вместе с тем они помогут раскрыть главного героя во всей его многогранности. И все это сопровождается великолепной музыкой, ну просто на любой вкус, от джаза до хип-хопа и регги. Интересно. Ну что, Вера, мы вот с тобой давали новогоднюю резолюцию вместе посетить, знаешь ли, культурное событие, театр. Даже договорились о дате, но успешно обе об этом забыли. Поэтому давай-ка в этот раз мы все-таки исполним обещание, данное в 24-м, и выберем с тобой что-нибудь из нашей афиши. И куда-нибудь сходим. Сейчас сделаем это прямо после эфира. Прямо после эфира. Так, ну что, Мария, мне кажется, что сегодня мы успели обсудить все и даже, в принципе, больше, чем планировали. Нет? Конечно. Мы начали с осетинских певцов, покоряющих российскую эстраду, а закончили тем, как правильно стоять в позе дерева на йоге. Да, уж сегодня у нас был настоящий калейдоскоп тем. И, кстати, я тут подумала, что йога – это, между прочим, отличный способ не спорить со свекровью. Подышала глубоко, сделала пару асан, и вот тебе уже не хочется выяснять, как нужно правильно расставить тарелки на кухне в шкафу. Согласна, Верочка. А пока... Ну, вообще, пока что, да? Пока Хочу что, сказать, да. что если уж серьезно говорить, то сегодня было действительно интересно, потому что у нас была и осетинская культура, и эстрада, и спорт. То есть
столько вдохновения, вот бери, не хочу, все что угодно и сразу в жизнь воплощай. Да, мы с тобой будем вдохновляться, а пока мы этим занимаемся, дорогие зрители, не забывайте, пожалуйста, радовать себя, слушайте музыку, занимайтесь йогой и хвалите своих свекровей. Это очень важно. Очень я важно, считаю, да. очень важно. Но вместе с тем, не забывая, приходить к нам на наш следующий эфир. У нас еще очень много нюансов, которые нужно обязательно обсудить. До встречи! Увидимся в следующем выпуске нашего тележурнала. Пока-пока!